Здесь русский язык до сих пор сохранился, он не изгнан из республики, как произошло в некоторых странах постсоветского пространства. Это мы знали, тем более, что в Таджикистане русский язык объявлен языком межнационального общения, это мы знали. Поскольку мы в России, у себя в Костроме, из которой мы с женой приехали сюда работать, мы постоянно сталкиваемся с гражданами Таджикистана, с которыми складываются порой теплые и дружеские отношения, и общаемся на разные темы. А у них была проблема с русскоязыком? Среди тех граждан Таджикистана, которые приехали в Россию, с кем мне доводилось общаться, проблем не было, и они говорят на очень хорошем русском языке. Мы можем общаться как дома, так и выезжая вместе на природу. Они понимают наши шутки и шутят на русском языке, понятном юморе, понятном нам. То есть русский язык вполне хорошо сохранился в республике, поэтому у нас не было каких-то сомнений, что мы не сможем донести знания, которые пытаемся до детей. Если изучаешь язык какого-либо другого народа, всегда намного лучше изучать его от носителя языка. То же самое происходит в России, когда изучаем немецкий язык, английский язык, французский язык. Также приглашают и в вузы, и в школы, которые с углубленным изучением языка, именно носителей языка, как для преподавания самого языка, допустим, английского, так и преподавания биологии, химии или математики на английском языке, для того, чтобы дети, изучающие английский язык, лучше в него погружались.